Прикоснуться к святыне. Сегодня из Владикавказа в Цхинвал отправился Свято-Георгиевский крестный ход с моздокской иконой Пресвятой Богородицы. Лик уже много лет хранится в старейшем храме столицы Северной Осетии Остинской церкви. Оттуда сегодня ее доставили в кафедральный собор Святого Георгия Победоносца. После службы крестный ход с иконой направился к границе с Южной Осетией. Генриетта Албегова с подробностями. Моздокская икона Пресвятой Богородицы издавна хранится в Остинской церкви. Это список с оригинала, который был утерян еще во времена революции. Праздничное мероприятие началось со славления иконы. Десятки людей пришли в храм Рождества Пресвятой Богородицы, чтобы приложиться к святыне. Далее верующие крестным ходом доставили икону в собор Святого Георгия. Здесь владыка Зосима совершил торжественный молебен Пресвятой Богородице и Святому Георгию Победоносцу. Южная Осетия – это многострадальная земля, многострадальные люди, и все-таки это наш народ. Пусть мы разделены политически, границы между нами земные, но в духовном пространстве, в православной вере, в исповедании православной веры мы едины. По окончании молебна участники крестного хода отправились к общенациональной святыне, храму усыпальницы в селении Нузал. По преданию, здесь покоился прах последнего осетинского царя Озбагатара, который, по словам верующих, сам был образом и символом объединения Осетии. Смысл этого крестного хода был в том, чтобы благодать, которая есть везде, где есть молитва Богу, объединяющая нас вера, наша земля общая, традиции. Мы решили вот так вот соединить в общей молитве. Помолиться о мире и единении с братьями по крови и вере. В Аланской епархии надеются, что это станет традицией. Подчеркивают, в этом году Свято-Георгиевский крестный ход посвящен празднованию 70-летия Великой Победы. Из Нузала верующие направились к Рокскому тоннелю. Отсюда икону доставят в столицу Южной Осетии. Там, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, состоится молебен, где каждый желающий сможет прикоснуться к святыне. Обратно икона вернется уже на следующий день, на место своего постоянного пребывания. Генриетта Албегова, Алан Суанов, Вести Алания.